Добрый вечер, дорогие друзья. И снова понедельник, и снова с вами я, Юлия Барбакол, с программой «Вечерняя Тува». Я желаю вам продуктивной недели и хорошего плодотворного дня. Сегодня у нас в гостях основатель канала «Братян» Буян Салчак. Здравствуйте. Как долго мы с вами не виделись? Да, долго не виделись. Сколько лет, сколько зим. Съемка недели назад была. Традиционный вопрос нашей программы. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Я основатель команды «Братян». Мы создаем сейчас развлекательные проекты «Блеск умом», «Вечерняя Тува», на котором у нас выходит на ТО-24. Вот. Помимо этого у нас «Покоряя Туву» и очень много новых сейчас проектов с командой. Вот. В принципе, все. Я все рассказал. Я, наверное, пойду, да? До свидания. Этого хватит. На самом деле, вот, насколько я знаю, вы закончили первую школу, и уже в первой школе вы активно вели уже влоги, да, снимали. Как вы поняли, что снимать, вот это прям ваше дело? Я еще со школьных, где-то, наверное, с 4-5 класса просто так монтировал. Потом с друзьями мы начали как-то вот, 11 класс был, мы решили такие вот, на выпускном надо отжечь. И мы решили просто вот для минуты славы, для выпускного поснимать просто фильмы. Вот, и посмотрели реакцию зрителей, мы прям хайпанули в школе. Было много комментариев на моих ребят, которые снимались, пошла волна хайпа. И они были там звездами, так скажем, в школе. Вот. И потом, вот, спустя некоторое время, мы решили вот уже с другим выпуском снимать просто влоги. Это тоже хайпануло. В 2017 году, когда в школе мы просто так сняли микс «Чапкан хлеб», просто вот люди там снимали на влоге, типа там просто дурачились, «Чапкан хлеб». Это очень сильно хайпануло, там 25 тысяч просмотров, все знали про «Чапкан хлеб». И мы поняли, что нам надо как-то, вот, наверное, развивать свой канал. И решили с того момента снимать очень много влогов, уже на городской уровень пойти. Вот, А до этого был школьный уровень. Да, школьный уровень был. Да, а как же университетский уровень, если по сути подумать? Ой, не, я не хочу вспоминать. А что вас вдохновляет? Делать именно вот такие вот ролики. Допустим, вот девушки шли, да, они просто разговаривали и сказали про какой-то Чапкан хлеб, а вы из этого создали целый микс, ремикс, да. Люди, наверное, слушают в маршрутках. Ну, меня вдохновляет оценка нашего творчества, когда вот люди пишут, когда люди узнают ребят, которых я снимаю. Это очень прям вдохновляет, потому что мне всегда говорят, что вот до сих пор вот моих друзей, которые вот раньше снимались там на Чапкан хлеб, которые были, их там сказали просто, вот они там на остановке ходят, и они говорят: о, это ж Чапкан хлеб, там, типа, вы же Чапкан хлеба, да, типа, или там вы из «Покоряя Туву», вот иногда там говорят, да, вот. И вот когда мне говорят, что их узнают, это вот для меня оценка хорошая. Да и в принципе, когда комментарии, лайков много. Поэтому, дорогие друзья, нужно поддерживать людей, которые делают контент, они стараются для вас, лайкайте, комментируйте их посты, следите за новостями. Они на самом деле делают качественный продукт, а если мы будем их поддерживать, то их продукт будет, конечно же, еще лучше. Да. Поэтому вы, получается, учились монтировать где-то или вы самоучка? Не, я полностью самоучка. Просто вот взял камеру, пытался что-то снять, а потом просто решил: наверное, надо как-то монтировать. И просто вот пытался монтировать. Так все пошло, что уже вот где-то, наверное, 10 лет монтажа со школьных времен дало свои плоды. Мы уже монтируем на таком вот, на профессиональном уровне почти, да. Скажем, да. Если сказать по правде, то Буян является одним из лучших монтажеров нашей республики. Поэтому берите у него заказы. Кстати, да. Вот. А как вам пришла идея создать целый канал «Братян»? И что вообще оно означает «Братян»? Так, в школьные времена у нас было подслушано, в котором мы выкладывали как раз таки наши фильмы. Мы до последнего, до выпускного не показывали, что мы администратор, чтобы все потом в шоке были. Вот. И в какой-то момент мы решили из такого злого подслушанного, где были там всякие сплетни и так далее, мы решили сделать из этого что-то доброе, объединить всю школу в добром русле. И поэтому вот как-то вот, не знаю,
И там потом в 14-13 годах было популярно там всякие эти мимимишные вот эти всякие такие. Я вот спросил у ребят, как можно назвать. Там кто-то Тян, там что-то. Я такой, ну, бро, Тян, ладно. Очень интересная история. Там же еще есть цифра 7. Что она означает? Это мое просто любимое число. О, на самом деле это тоже мое почти любимое число, потому что я закончила 7-ю школу. Но на самом деле 1-ю школу я люблю, но не люблю, потому что 7-я и 1-я школа были врагами. Ну, в школьные времена всегда же такие вот школьные такие моменты. Расскажите немножко о команде, вот даже не о самой команде, а как вы думаете, как найти команду своей мечты? Вот я как раз таки, наверное, можно сказать, нашел команду своей мечты. Мы начали отбор еще в феврале, когда мы уже поняли, что вот в этом году я решил полностью развиваться в своих шоу, в своих идеях. Мы набрали там много людей, чтобы с ними делать новые проекты. Помимо этого мы плотно усилились, мы вечернюю ТВ Блеск умом, вот раньше они как-то вот очень скомканно выходили, это наша проблема была. А сейчас уже вот прям вот каждую неделю по 2 выпуска, по два проекта в неделю. То есть это прям максимально, как сказать, максимально много, короче, мы делаем. Вот «Блеск умом» у нас теперь по пятницам выходит, «Вечерняя ТВ» у нас по понедельникам выходит. Там незаменимая ведущая вот Юля Бурбакол, которую мы не будем менять никогда. Вот. И помимо этого вот мы сейчас доснимываем на апрель, вот заранее, «Блеск умом» и вот «Вечернюю ТВ» тоже скоро снимем. И потом уже займемся новыми проектами. У нас очень много идей и проектов. А вам не бывает жалко свою ведущую Юли, да? Ну, я стараюсь. Ну, я шучу. На самом деле я обожаю эти продукты, да, на самом деле я обожаю. Продукты питания, да, просто молоко. Я обожаю эти проекты, потому что ты обрежешь. Ну, кстати, Юля вообще прям, она к нам пришла в 2020 же, да, году, просто как такая, ну, я тут посниматься, не понимаю, что я делать, типа. А потом... Я не пришла к ним просто посниматься, это они меня забрали, заставили. А потом, спустя 2 года, вообще прям профессиональный ведущий стал. Я монтирую «Блеск умом» вот постоянно, прям офигеть, просто вот. И импровизация, и все, вообще молодец. Вот я... Аплодисменты, молодцы, да. Наложишь звук аплодисментов. И помимо этого, я сейчас вот также хочу по такой вот лестнице продвинуть еще ребят из своей команды, потому что идей много. Вот команда, которая вот создает... Вот сейчас вот даже тизер у нас вышел на ТО-24. Вот мы сейчас снимаем сериал «Телевизионщики». Это вот история... В главных ролях должна была быть я, Должна была быть ты, но ты не пришла. Но мы сейчас будем переснимывать. Если ты придешь, то будет супер. Нет, я не приду. Ну, да, ладно. На самом деле, да, вот я к ним пришла. Человек, который всегда общался с публикой, то есть я вела мероприятия и тому подобное, а потом, когда ты что-то говоришь на камеру, это совсем другое дело. И благодаря вот нашим съемкам, да, постоянно мы снимали проект «Покоряя Туву», и с тех пор у тебя уже опыт такой появляется, и ты уже не боишься камеры, и тебе абсолютно как-то... Не волнует то, что нету зрителей, поскольку когда есть зритель, у тебя нету времени думать, ты должен говорить и говорить, а когда просто камера, ты такой думаешь, ну еще переснимем, да-да-да. Вот. А сейчас, мне кажется, уже такого нету, и, конечно же, у твоей команды тоже получится так, к такому прийти, но если не получится, не знаю, может, мне с рождения дано. Оставим одну ведущую, да? Шучу. На самом деле у нас в Буяном есть еще один проект «Покоряя Туву». Мы его начали снимать в 2020 году. Да, в 2020 году. Мне кажется, этот проект тоже был на пике популярности какое-то время. И сейчас он тоже продолжается, но уже с новой командой, новые лица, новая кровь. Это тоже, с одной стороны, хорошо, поскольку... Ну, просто потому что хорошо. Дай новым людям дорогу, да, типа. Да, дайте дорогу молодым. Ну, вот помимо этого, давайте я все-таки расскажу. Вот «Телевизионщики». У нас он стартует в апреле. Это история про такой вот вымышленный телеканал, у которого начинаются проблемы
начало там вот прям, начало такое, что вот у нас вот новый телеканал, в котором все развивается. Потом директор приходит, говорит, что у нас И все... рассказал весь сюжет, да? Не, ну я чуть-чуть вот отрывочек скажу, чтобы вас заинтересовать. Потом оказывается, что они на грани закрытия, к ним приезжают федералы, которые будут проверять вот весь месяц, они будут с телеканалом смотреть, что они делают и так далее. Будет интересно, потому что мы проработали каждого персонажа, каждый персонаж интересен, необычен, и мы взяли все то, что волнует команду телевизионщиков. Вот. Я думаю, вам будет интересно, потому что финал, который мы расписали, он действительно интересен. Да, я тоже думаю, вам будет интересно. Добро пожаловать на наш телеканал, который развивается не по дням, а по часам. Лев, что там стоишь? Давай заходи. Мы не растем и не развиваемся. Наш канал терпит колоссальные убытки. Завтра приезжают федеральные эксперты. И если мы не переживем эту неделю, то наш канал закроют. Зашибись. Как вам приходят такие идеи? Вот, допустим, проект «Телевизионщики», проект «Блеск умом». Откуда вы все это берете? Или вы такие только спите, да, и такой, ага, может такой проект создать? Или вы что-то смотрите, что-то вас мотивирует, возможно? Ну, я фанат вообще телевидения. Я каждый раз смотрю какие-то там новые проекты там на всяких телеканалах, всегда просматриваю. Я прям сразу понял, там, как работает цензура, как работает вот, создание проектов, моторы и так далее. И вот, когда смотришь вот, новые проекты там, на любых каналах, ты такой понимаешь, было бы прикольно у нас тоже такое сделать. В Туве, вот, в Туве такого нет. Вот, допустим, «Блеск умом» — это тоже вот, как обычные викторины, которые мы раньше проводили. И вот это решилось вот, на телевидении. «Вечерняя Тува», мы вот с Эртне Куларом, агентством по делам молодежи, мы это тоже продвинули через интервью и тоже решили на телевидении сделать, потому что это интересно в развлекательном формате. Скоро у нас, вот еще плюс скажу, еще один проект «Большая эстафета», вот на днях будут съемки. Это тоже вот «Блеск умом», кстати, это получается первая развлекательная викторина телевизионная в Туве, а «Большая эстафета» — это первая развлекательно-спортивная. То есть мы прям договорились насчет спортзала, там большого здания ТФГУ, в котором 4 этажа. И мы сейчас там будем снимать конкурсы, где будут принимать, по-моему, 30-40 человек. Вот, то есть вот у нас, в общем, много идей, мы блещем, вот. И мы еще в жажде новых идей, потому что не люблю сидеть на одном месте, хочется вот что-то новое, что-то хочется развивать. Вот. Отлично, это прекрасно на самом деле. Рада быть. Просто рада быть. Да блин, потому что с утра съемки я не кушала, и мне этот язык вообще не варит. Что ты мне сказала, мне шмарс есть. Я на диете. Ну ладно, спасибо, что рассказали нам о своих проектах, о своем прошлом, как вы учились, что делали. Давайте сейчас перейдем более к личному, да, о вашей личной жизни. Вот, расскажите про свое детство. Про детство? Да. Вот кем вы хотели стать? Может, вы в детстве хотели стать космонавтом, а сейчас вы сидите монтажером, да, и создателем канала? Не, я, по-моему, с детства любил телевидение. Я прям даже помню, что телепрограмму вот расписывал на своем, типа, вот если бы я вот свой канал создал, вот так, 8 часов, вот там, допустим, мой сериал. И я вот иногда даже представлял, что я вот снимаю сериал, я такой... То есть мечта ваша сбылась, да, мечта детства? Ну, почти, да, почти. Мечта, не знаю, создать федеральный телеканал там в Москве, там работать. Но это потом, блин. Ну, возможно, это, конечно же, получится. Вам всего лишь 30. Спасибо. На самом деле мне 35. Ну, я на самом деле 24, да. А в школьные времена? В школьные времена... Ну, наверное, тоже что-то вот свое снимать и так далее. Всегда съемки. В школе у вас была первая любовь? Ой, ну зачем вы так? Конечно, была. Знаете, говорят, первая любовь у меня вообще в садике началась. Первая любовь никогда не забывается. Если даже в садике вы ее помните, может, она как-то случайно
Не, забылась. Посикала на вашу кровать в садике. Кстати, я помню, да. Она Ах ты, да. Ну, мы уже поговорили, да, обо всем на свете, о ваших проектах, о вашей команде, обо мне даже успели поговорить. Но все-таки давайте... Хочется еще, да, больше про тебя, да? Да, про Юлю Барбакову. Кто-нибудь позовите меня тоже на интервью. Кстати, на 1 апреля, скорее всего, да, Юлю мы возьмем. У нас, кстати, есть такой план в скором будущем, в ближайшие даты Юля тоже будет у нас. Ой, это не надо было говорить, это же сюрприз. Короче, забудьте. Юля тоже будет у нас просто. Спасибо. Я всегда есть. Если даже меня нет, я есть. Она тут ночует. Я здесь У нее там живу. вечерний проблеск, она просто тут. И скоро у нас будет, кстати, новая программа, которая будет выходить по утрам, если вы не доброе будете утро, кстати, спать. вспомнил. Поэтому не спите. Да, доброе утро со следующей недели начинается. Да, если мы успеем Всё отснять. ищем формат. Все еще ищем формат. Ну все-таки расскажите про свою первую любовь. Про первую любовь. Ну просто какая она была? Больная, страдающая, незабываемая, счастливая. Ладно, я в школьные времена ей писал записки, прятал там цветочки и так далее. Но это не первая любовь, просто Игра на симпатия, наверное. иди записывай. Это правда, да. Но я прям так делал, типа, наверное, она сейчас найдет. Вот, да, Она такая идет, и такая, ага. А я еще там написал, типа, найди там в горшочке, типа. И она, я думаю, нашла. А потом я вот в конце урока, это было в начале урока, потом в конце урока я такой, ну это тупость, блин, я все просто убрал. Это мило. Но мило. если подумать, то сколько горшков у вас было в школе, то это было бы очень Там сложно. не только горшки, там еще подоконник, там еще книги и так далее. Я прям расписал. Я еще думал, там, не знаю, как-то на учительницу как-то напялить что-то. Очень-очень мило. Насколько я знаю, вы сейчас холостой, да? Так, Почему бы вам не можно принять- сейчас закончить уже? Последний Почему вопрос. бы вам не принять участие в «Холостяке» на ТНТ или же создать свой проект «Холостяк» или «Холостячка» в нашей Туве? Мы в команде шутили про то, что типа можно пародию сделать на холостяка, там меня и Отука поставить, двойной холостяк, вот как сейчас вот выходит на кое-каком канале, который, наверное, нельзя говорить. Вот, и тоже такие вот, вместо роз просто там, не знаю, ромашку дарить, да, просто. Вот вам. Наш бюджет, да. На самом деле ромашки тоже дорогие. Но вот вообще не задумывались Они о ж на таком, улице. прям такой реальный проект сделать. Но мне кажется, наши люди, да, наш народ будет, конечно, стесняться. А если мы объявим кастинг? Вот, кстати, мы объявляли кастинг на проект похожий, только про отношения, в котором вот люди приходили бы, и они искали для себя новые отношения. То есть мы ставили там девушку и парня, и они раскрывали там сюжет, они знакомились. Но, к сожалению, никто не обиделся, потому что никто не хочет вот так знакомиться. Все знакомятся через Инстаграм, просто пишут там, типа, окей, там. Ну, потому что и им стыдно, мне кажется, так показываться, да, а вот когда... Ну, мы, если мы все-таки захотим это сделать, то это можно посмотреть у нас в группах, там на ТО-24 иногда мы выкладываем свои вот кастинги на проекты, кто хочет там побыть гостем или зрителем. Мы, кстати, очень хотим зрителей на вечернюю Туву и на Блеск умом. Пока вот ковид пока еще не ушел, мы вот хотим очень, чтобы была живая реакция. Это же интересно, это же прикольно, когда вот ты слышишь вот реакцию. Вот ты как хочешь реакцию или не хочешь? Нет. Нет? На самом Ну, зрителей деле- тогда не будет. На самом деле я люблю, когда мне не мешают, поскольку когда люди сидят, они будут уже мое внимание на себя отвлекать. Вот. Ну, как вы думаете, в чем разница между дружбой и любовью? Это последний вопрос, надеюсь? Ну, надеюсь, что да. Ну, это последний, надеюсь, вопрос. Между дружбой и любовью... Господи, что так философски? Ну, потому что, знаете, я могу сказать тебе, я тебя люблю, да, и это дружба. Ага. Кто-то скажет тебе, я тебя люблю, а это уже любовь. Вот в чем разница? Ой, не знаю, дружба и любовь. Дружба это дружба. Любовь это любовь. А любовь это когда когда сердце ёкает. Когда, А во время дружбы сердце не ёкает. во время дружбы просто рукопожатие. Молодец, иди. Хоть даже девушка, ну давай. Адьос. Мы же с тобой так же делаем, да, типа, давай. Все. Это неправда, да? Да, мы вот так вот. Давай. Мы целуемся прям. И сердце не ёкает. Ну, все-таки дружба – это когда сердце не ёкает, а любовь – это когда сердце ёкает. Ну, да, можно сказать так.
Ладно, любовь это для того, чтобы там хочется что-то приятное сделать человеку, допустим. А во время дружбы вы не хотите приятное. То есть ты мне никогда не хотел сделать приятное. Почему? Я тебе же дарил шоколадки. Ну это мы сейчас что, будем рассказывать на всю Туву? Это да? программа разборки в Туве. Сейчас люди такие думают. Так, ладно, это мы вырежем. Нет, оставим. Ладно, шучу. На YouTube можем оставить. Ну что вы хотели пожелать нашему подрастающему поколению, может быть, людям, которые хотели бы что-то снимать, начать снимать, или уже, которые сейчас снимают? У меня все пошло через Подожди! Накашляйся, ладно. Ага, все. Вот у меня, допустим, все пошло через хобби, поэтому советую заниматься своими любимыми делами, потому что это потом из хобби обрастет в работу, которая вам будет приносить заработок, доход, и просто вы будете заниматься любимой работой. Вот у нас, вот, допустим, вот сейчас выходит 2 проекта, а у нас еще выйдет много проектов, это мне все очень нравится, и вот вам этого тоже советую. А еще, смотрите «Вечернюю Туву» по понедельникам, «Блеск умом» по пятницам. Еще много проектов у нас. «Покоряй Туву» у нас по субботам выходят 10-минутные. Пока что старые выпуски, скоро будут новые выпуски в апреле. Вот. Ну что, спасибо большое, Буян, что вы уделили время, пришли к нам на съемки с утра, на экстренные съемки. Ну что, дорогие друзья, я желаю вам тоже найти свое любимое дело и работать на работе своей мечты и зарабатывать от этого, конечно же, свой доход. Смотрите наши выпуски «Вечерняя Тува», «Блеск умом», «Покоряет Туву», пока меня там показывают, да, шучу. Смотрите, да. Смотрите. Я желаю вам еще раз продуктивной недели, плодотворного дня. Юлия Барбакол, «Вечерняя Тува».